Здравствуйте, уважаемые участники самосбора. Я хочу поделиться с вами своим таким опытом в работе в команде по организации конкурса мультимедийных проектов «Озер ТУСОК» для студентов Института педагогики и психологии СГУ имени Екатерины Сорокина. Конкурс мультимедийных проектов этнокультурной направленности является традиционным в нашем институте, и в 2022 году студенты группы 421 по МДО, начальное и дополнительное образование, разработали программу конкурса под названием «Озер ТУСОК», что в переводе с коми-языка означает «богатая корзина». Название выбрано не случайно. Мы хотели собрать в нашу корзину культурные богатства коми-края. Данный конкурс направлен на приобщение студентов Института педагогики и психологии Сыктывкарского государственного университета к культурным ценностям Республики Коми. Проект позволил обучающимся по-новому взглянуть на культурные ценности наших предков, интерпретировать этнокультурные знания с помощью мультимедийных технологий. Также актуальность проведения мероприятия подкреплена еще и указом номер 745 о том, что 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Целью конкурса стало сохранение интереса к культуре коми-народа и формирование ИКТ-компетенций обучающихся в Институте педагогики и психологии. Задачами конкурса стали: первое – это приобщение молодежи к духовным ценностям народа, второе – это привлечение интереса обучающихся к богатому наследию коми-народа, развитие творческого потенциала обучающихся ИКТ-средствами и средствами культурного наследия коми-народа. На этапе разработки конкурсной программы мы остановились на 6 особо привлекательных для потенциальных участников номинациях. Мы выделили номинации «Коми-праздники», «Коми-кухня», «Коми-мифология», «Коми-одежда», «Коми-ремесло» и еще одна номинация – это приз зрительских симпатий. Для участия в конкурсе привлекались студенты Института педагогики и психологии всех форм обучения. При этом проект мог носить как индивидуальный характер, так и коллективный. Материалы для конкурса участники предоставляли в период с 1 мая по 20 мая 2022 года. Оценивание результатов работ проводилось по перечню критериев. Во-первых, проект должен соответствовать требованиям конкурса. Во-вторых, проект должен комбинировать разнообразные мультимедийные средства. В-третьих, важным фактором является самостоятельность выполнения. При оценивании работ мы обращали особое внимание на корректность использования русского языка и элементов языка коми. Неотъемлемым критерием при оценке проектов являлся также творческий подход конкурсантов. Таким образом, студенты представили жюри 6 конкурсных работ. Сейчас я вам их продемонстрирую. Так, Виктория Канева и Елена Тимушева представили мультимедийную презентацию «Василей». Данный проект посвящен коми-праздникам. Работа имеет красочное оформление, наглядные материалы и звуковое сопровождение. Следующая работа. Дарья создала информационный проект в виде презентации разнообразия кухни республики, создала целое меню из коми-блюд, представила возможные варианты сервировки традиционных угощений. Михеева Анисия и Бутарина Юлия представили жюри свою игру, посвященную особенностям одежды жителей Коми. Проект представляет собой методическую значимость для будущих учителей. Конкурсанты своей игрой и соревновательными методами хотят способствовать формированию знаний о женской и мужской одежде, привлечь внимание к специфике орнаментов и разнообразию нарядов разных регионов Коми-края. Такой самый большой и трудоемкий проект разработали обучающиеся группы 431 НОС, создали образовательный веб-квест. Он называется «18 жемчужин Ерной». Квест разработан по курсу «Этнокультурное образование младших школьников». Данная проектная работа представлена в формате интерактивного сайта, на котором любой желающий может в формате игры ознакомиться с особенностями культуры Республики Коми. Команда проекта разработала интересный сюжет игры. Главными героями стали персонажи коми-эпоса «Сказание о пиле». Богатырь путешествует по району Республики Коми, выполняет задания, которые представляют герою каждого района. При успешном выполнении задания он получает жемчужину. Пират должен собрать 18 жемчужин, которые украсят Юрной, это девичий головной убор. А в конце игры богатырь дарит Юрной, украшенный вот этими 18 жемчужинами, Заре. Оформлению сайта стоит уделить особое внимание. Весь квест игрока будет сопровождать символика Республики Коми. Следующий проект представили группы студентов. Это
праздники. Конкурсанты предлагают игрокам не просто отвечать на вопросы, разгадывать ребусы или загадки, а еще и после ответа ознакомиться с краткой историей праздника. Далее следующий проект, он называется «Ранчи». Он посвящен национальной выпечке. Сценарий видео основан на истории друзей студентов, которые не прочь полакомиться чем-то вкусным и сытным. Так Ульяна собирает все необходимые ингредиенты, а Юлия и Лена готовят комью выпечку ранчи. В этом проекте участвовала как раз и я. Таким образом, Озертой СОК эффективно выявил и развил коммуникативные компетенции и способствовал приобщению студентов Института педагогики и психологии Государственного университета к этнокультурным ценностям Республики Коми, что является формирующим фактором профессиональных компетенций будущих учителей начальных классов. Вопросы? Юлия, есть вопросы? А сама ты пойдешь учить лиману? У нас набрано 6 классов, и только 2 учителя. А какая это школа? 30-я. Ну, на самом деле сложный вопрос, потому что я хочу стать педагогом, но какого именно направления я еще не знаю. Вот. Возможно, это будет мое первое высшее образование, а дальше там уже... А Юля, вы каким языком владеете? Нет, я сама родом из Архангельской области. Понятно, поэтому... потому что вы первую назвали пера. Да. Ты залога слух. Да.